В эти минуты образовательную тему продолжает большое родительское собрание. Муниципалитеты в нем принимают участие в режиме видеосвязи. Идет интернет-трансляция на сайте Министерства образования. Проводит мероприятие заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова. Также в числе приглашенных специалисты Республиканского информационного центра оценки качества образования, родители учеников, представители школ и общественности. Вопросы, которые там затрагиваются, узнаем от моей коллеги Татьяны Супряткиной. Татьяна, добрый вечер. Что же больше всего волнует на сегодняшний день родителей? Да, Евгений, добрый вечер. Итак, собрание на самом деле проходит очень бурно. Вопросов очень много. Заметно, что родители хорошо к нему подготовились. Чиновники на местах, которые непосредственно отвечают за образование, не успевают сделать паузу, как им приходится вновь и вновь на что-то отвечать, либо что-либо объяснять. Итак, что же в частности волнует родителей? Например, когда будет принято волевое решение о запрете использования смартфонов и планшетов в школе на переменах, на что чиновники отвечают. Перемена – это личное время отдыха, проводить которое ученик вправе как угодно, в том числе используя телефон. Поэтому запретить пользоваться им во время перемен – это нельзя сделать, это неправомерно. Очень много вопросов по рабочим тетрадям. Почему родители должны их покупать? Ведь весь учебный материал по закону должен выдаваться бесплатно. Так вот, учебно-методические материалы в школах предоставляются действительно бесплатно. Школьники обеспечиваются учебниками на период обучения. А вот рабочие тетради в федеральный перечень не включены. Обязать приобретать их школа не имеет права. Решение родителей вправе принимать самостоятельно и исключительно на добровольной основе. Стоит также добавить, что очень много вопросов было подготовлено заранее. Еще в июле Министерство образования объявило о начале сбора предложений. Вопросы поступали как в само ведомство, так и на портале «Открытое образование Республики Коми». Республиканское собрание состоялось ровно год назад. Есть ли какие-то результаты от такого необычного формата диалога? Что сами родители думают по этому поводу? Да, конечно, мы успели пообщаться с некоторыми участниками. Так вот, что они нам говорят. Конечно же, на все вопросы, что они в прошлом году задавали, они не получили ответы. Но это не самое главное. Очень важно то, что у родителей появилась возможность активно участвовать в образовательном процессе. Родителей очень часто приглашают на различные мероприятия, на обсуждение программ. И также, наверное, стоит для сравнения напомнить, что если в прошлом году на собрании прозвучало около 100 вопросов, то в этом году уже их в разы больше. Это значит, что родители активно интересуются жизнью школы, что там происходит, какие есть проблемы, как можно помочь в их решении. И, наверное, они не хотят оставаться в стороне, и это самое главное.